Открывая пресс-конференцию, Алексей Двинянин отметил значение таких праздников, как День России и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также подчеркнул, что большая часть мероприятий в этом году пройдет в онлайн-пространстве. 12 июня, как считает весь российский народ, это прежде всего праздник новой, возрожденной и сильной России. Сегодня можно констатировать, что наша страна является активным глобальным игроком. Мы твердо отстаиваем свои интересы и интересы наших союзников, к которым, безусловно, относится и Республика Абхазия. Большинство мероприятий, посвященных этому празднику, мы совместно с коллегами из представительства Россотрудничества и других российских организаций, представленных в Абхазии, а также наших абхазских друзей и коллег, собираемся проводить в онлайн-пространстве. Представитель Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха рассказал о проектах, уже реализованных, а также запланированных мероприятиях на 24 июня. Именно в этот день в Москве состоится парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представительство Россотрудничества при поддержке посольства Российской Федерации проводит множество мероприятий и реализует некоторые проекты, направленные на обеспечение празднования и Дня России, и празднования 75-летия Победы, которое будет продолжаться в течение всего года. В силу как специфики противоэпидемических мероприятий, так и в силу того, что этот праздник многогранен. 24 июня мы проведем обязательно акцию, приуроченную к Параду Победы, а 26-го к акции «Бессмертный полк». Касаясь вопроса двустороннего сотрудничества, российский посол дал высокую оценку совместной работе с МИД Абхазии. Алексей Двинянин также подчеркнул, что Россия оказывает серьезное содействие республике в продвижении ее международного признания. Еще одним пунктом выступления стало снятие некоторых ограничений с российской стороны по пересечению государственной границы. Теперь въезжать в Россию могут лица, следующие на лечение. Однократный въезд и выезд разрешен также тем, кто едет к больным, близким родственникам, нуждающимся в уходе. Кроме того, однократно выехать из России граждане могут для воссоединения с семьей. Я перечислил лишь начало тех послаблений. По мере победы над коронавирусом, естественно, они будут полностью сниматься. Бдительность и превентивные меры – вот, на наш взгляд, рецепт благополучия в нынешней ситуации. Уверен, что эпидемиологическая обстановка рано или поздно и в России, и в Абхазии наладится, и все мы вернемся к привычной жизни. Пока Россия по-прежнему, естественно, готова прийти на помощь Абхазии в трудную минуту. В настоящее время наше правительство прорабатывает вопрос об оказании республике финансовой помощи в целях последовательного обеспечения ее социально-экономического развития. Алексей Двинянин уточнил, что в рамках инвестпрограммы на 2020-2022 годы на развитие Абхазии выделяется около 4,5 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на реализацию различных инфраструктурных проектов и другие социально значимые цели. Эсма Голанзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение.